В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К лету готов. Президент и правительство обсудили готовность к летнему курортному сезону. Создать образ. Сотовая компания «Мобайл» объявила о старте конкурса на лучшую идею скульптуры «Аква». Подготовку к летнему курортному сезону обсудили на выездном заседании Кабинета министров с участием президента республики Рауля Хаджимба в Гагре. На совещании присутствовали также и главы администрации районов республики. Подробности у Ринаты Шакая. Безопасность туристов, качественное питание, чистота – именно эти факторы способствуют увеличению числа отдыхающих. По словам министра по курортам и туризму Автандила Гардския, идет активная подготовка к летнему сезону. Министерство разработало и запустило мобильное приложение, благодаря которому турист с легкостью будет путешествовать по стране. Составлены новые маршруты, реклама культурных и исторических объектов, бесплатные брошюры. Привлечены эксперты для аттестации экскурсоводов. Автандил Гардский отметил, что проделанной работы недостаточно для того, чтобы наша страна стала еще более привлекательной для туристов. Министр сообщил, что наблюдается снижение в бронировании гостиничных номеров. По его мнению, другие страны перенимают потенциальных туристов. Наши основные бюджетообразующие объекты туризма Рица, Новый Афон, курорт Пицунда и другие объекты размещения показывают в разы больше, чем прошлые годы. Наша НТК, государственная национальная компания, готова к сезону. Объединенных 5 экскурсбюро, автобусный парк готов, все 20 машин в строю, плюс еще одну машину 50-местную, вот сейчас недавно приобрели. Водители будут носить специальную форму. На выездном заседании правительства по вопросам подготовки к курортному сезону речь шла и об обеспечении безопасности. Вице-премьер-министр внутренних дел Аслан Кубахия сообщил о том, что уже с 1 мая сотрудники районных управлений внутренних дел курортных городов страны перейдут на усиленный режим работы. Глава Министерства внутренних дел еще раз подчеркнул, что сотрудникам госавтоинспекции дано указание не останавливать машины с российскими госномерами без ориентировки. Министерство внутренних дел – это та структура, которая должна обеспечивать безопасность не только наших отдыхающих, а всех наших граждан. Соответственно, конечно, с увеличением потока людей, для нас нет разницы, что это наш гражданин или наш гость, мы должны переходить на усиленный режим работы. С 1 мая такой как город Гагра, хотя это, если взять законодательством, конечно, это все. Найдутся юристы, которые скажут, это запрещено, нельзя так делать, это нарушение трудового законодательства. Но у нас других вариантов нет, как переводить личный состав горрайорганов на двухсменную дежурство. Заместитель министра здравоохранения Баталкаци отметил, что в летний сезон наблюдается нехватка медикаментов. Он призвал глав районных администраций прислушаться к врачам и создать резерв необходимых медикаментов. По словам Баталкаци, в мае будет проведена дезинфекция, в первую очередь, объектов социального назначения. Как правило, самая большая нагрузка идет на Гагринский район. Из опыта прошлых лет, например, по 2016 году, из числа отдыхающих порядка 17,5 тысяч человек обратились в Гагринскую ЦРБ, в том числе, все вместе я имею в виду, включая инфекционное отделение. Большая часть из них, она была амбулаторно обслужена и, соответственно, стационарно тоже. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщил, что более половины специализированных пляжных зон не соответствует нормам безопасности. В то же время сотрудниками МЧС проводится круглосуточное наблюдение на море. В летний сезон все структуры и ведомства работают в усиленном режиме, включая РУП «Черноморэнерго». По словам руководителя госкомпании, большая нагрузка падает в летний сезон на Гагрский район. Ни для кого не секрет, что все те вопросы, которые здесь обсуждались, в том числе по строительству новых объектов экономики, в том числе и туризма, и в особенности на территории Гагрского района, они происходят нелегальным путем. То есть нет разрешений на строительство, нет разрешений на технологическое присоединение к сетям всевозможным. То есть речь идет о канализации, водопроводе и, естественно, электроэнергетике. В связи с чем у нас возникают не просто сложности и трудности, а из-за подключившихся тех объектов ранее, которые
дают нагрузку на существующие сети, добропорядочные наши граждане и добропорядочные бизнесмены, у них появляются достаточно серьезные последствия. Последствия заключаются в том, что обесточен целый регион, оказывается. В особенности, когда у нас появляются пиковые летние нагрузки. Заместитель руководителя администрации президента Атгур Лужба поставил вопрос о том, что результат курортного сезона в цифрах у всех разный. Он убежден в том, что большая часть доходов курортной сферы находится в тени. У нас финансовая результативность достаточно низкая. И можно со всей ответственностью сказать о том, что большая часть доходов, которые сегодня находится в туристической сфере, находится в тени. Элементарный пример. Министерство по курортам и туризму выдало 104 лицензии на курортно-туристическую деятельность. Средства размещения. Если зайти в интернет-ресурсы, у нас порядка 500 объектов себя позиционируют в качестве предоставляющих туристические услуги размещения. Вопрос, а где они все на бумаге? Какова их результативность? Что они дали нам в бюджет? Возьмем вопрос прибыли. Прибыль была запланирована в 2015 году 422 миллиона рублей. При плане в 2016 году 288 миллионов рублей. Фактически 423. Значит, погрешности планирования тоже приводят к погрешностям расчета доходов и расчетов налоговых платежей, которые должно было получить государство от этого. Потом планы перевыполняются, показатели зашкаливают за 100, и мы говорим, что мы хорошо поработали за текущий год. На самом деле, не всегда это далеко правильно, и я думаю, что в этом плане нам всем вместе надо было бы более дружно поработать. Глава государства Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что туристов в 2017 году в Абхазии будет не меньше, чем в прошлом. Однако для того, чтобы удержать отдыхающих, необходим более качественный сервис. Президент также напомнил о крупных туристических кластерах на территории Российской Федерации, которые составляют конкуренцию республике. Вы видите, сколько, как говорится, задач решается в Крыму, сколько сделано рядом по соседству в Краснодарском крае. В конечном итоге мы с вами будем получать мизерное количество людей. И в большей степени это будут однодневки, которые будут приезжать на наши объекты, которые интересны, которые действительно уникальны, таковых, может быть, там нет, но того туриста, которого мы действительно хотим иметь и обслуживать, как вы сами заметили, который приедет в наши дома отдыха, в наши объекты туристической сферы, будет становиться меньше. Глава государства коснулся вопросов выявления укрытия реальных доходов. В этой связи Рауль Хаджимба отметил, что электронные средства контроля, по примеру посещения Новоафонской пещеры, будут установлены как в Рицинском реликтовом национальном парке, так и в других туристических объектах. Все на то, что было здесь обращено внимание, требует определенных воздействий, контролирующих структур. Но это не означает, что прокуратура, ОБЭП и другие структуры каждый день должны сидеть в этих объектах. Один раз проведите комплексную проверку, проведите ее тщательнейшим образом и оставьте в покое их. Но результат должен быть налицо. Мы должны увидеть, где у нас запасы этих возможностей. Почему таким образом так складывается ситуация? То, что касается и налоговой структуры. Есть те резервы, и они серьезные резервы. И когда мы говорим о том, что нужно наращивать свои усилия, не путем просто хождения на объекты, а путем создания соответствующей нормативной базы, которая позволила бы нам не пускать пешим порядком этих людей по объектам, а заниматься тем, чтобы реально получать. Почему я спрашивал по поводу электронной системы? Все это должно быть взаимосвязано. Федорович, мы об этом говорили. Дмитрий Николаевич, говорили об этом. Тогда никаких разговоров и никаких обид ни у кого не будет. Все будет налицо, все будет видно, прозрачно. И тогда мы с вами будем получать большие возможности. Рауль Хаджимба в ходе выступления также затронул вопрос незаконного строительства в Пицунде и других городах. Отношение к такого рода строениям будет жестким.
Я поручил еще раз сегодня премьер-министру в течение 10 дней, как мы это заявили вчера, решить вопрос всех этих незаконных строений. Вопрос привлечения к ответственности тех лиц, кто давал разрешительные документы по этим строениям. Вопрос безответственного отношения отдельно взятых чиновников. Их судьба тоже должна быть решена. Это кадровая тема. Глава государства обратил внимание Министерства сельского хозяйства на необходимость привлечения сельскохозяйственной продукции местного производства в организацию туристического питания. Президент отметил, что объектам курортной инфраструктуры следует активно сотрудничать с местными производителями сельхозпродукции и заключать с ними соответствующие соглашения. Это позволит более эффективно использовать финансовые средства и будет способствовать росту возможностей сельскохозяйственных производителей. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Итоги подготовки вооруженных сил Республики Абхазия за зимний период 2017 учебного года подвели в Министерстве обороны Республики. Подробности у Саида Джерсалия. Подготовку вооруженных сил Республики Абхазия за зимний период 2017 учебного года, а также правопорядок боевой и морально-психологической подготовки, организации воспитательной и культурно-досуговой работы обсудили на совещании, проходившем под председательством министра обороны Мираба Кишмария. С основным докладом выступил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия подполковник Адгур Квициния. Он доложил о выполнении в зимнем периоде 2017 учебного года запланированных мероприятий боевой подготовки. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия в зимний период обучения были проведены 13-15 февраля под руководством заместителя министра обороны по подготовке соединений частей резерва проводились сборы с командным составом полков бригад резерва. На сборах присутствовало более 50 резервистов. Первые 2 дня в актовом зале управления Министерства обороны были проведены практические занятия и лекции. В 3-й день на базе артиллерийской группы резервистам было показано занятие по развертыванию пунктов приема личного состава, пунктов приема техники по организации работы штаба воинских частей с получением боевой задачи. Адгур Квициния заявил, что обеспечено поддержание выучки войск и руководство министерства гарантирует их способность вести боевые действия в различных условиях. После подведения итогов по приказу министра обороны исполняющий обязанности начальника генерального штаба поставил задачи на подготовительные летние периоды обучения. Министр обороны отметил, что дисциплина военнослужащих в воинских частях улучшается, и это играет важную роль в укреплении вооруженных сил республики. Исполняющий начальник генерального штаба должно быть выполнено. За это полугодие, которое вами было сделано, это огромный труд, огромная работа. И те младшие офицеры и старшие, которые занимались личным станом, на поощрение призыв должен быть выполнен. Если призыв мы не выполним, я вчера тоже говорил об этом, помните, да? Российская сторона как бы не будет особого желания иметь нас обеспечить. В заседании приняли участие начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военного суда и военной прокуратуры. Саид Джерсалия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Сухумский городской суд начал рассмотрение жалобы начальника управления уголовного розыска МВД Республики Джимми Ажиба на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него Генеральной прокуратурой Абхазии от 21 апреля 2017 года. Генпрокуратура подозревает Джимми Ажиба в превышении должностных полномочий и вымогательстве денежных средств у жителя города Гагра. На первом судебном заседании представитель прокуратуры заявил отвод председательствующей судье Белли Хасая, мотивируя это тем, что камеры видеонаблюдения, установленные в здании Генпрокуратуры, зафиксировали факт непродолжительного общения судьи с защитником интересов Ажиба, а через определенное время встречу адвоката со своим подзащитным. Данное заявление об отводе участвующим прокурором МУКБа было адресовано председателю Верховного суда. Однако, как стало известно позже, прокурор ошибочно адресовал заявление об отводе председателю Верховного суда, так как в соответствии с действующим законодательством такой отвод подлежит рассмотрению Сухумским городским судом, в связи с чем оно возвращено. Завтра судебное заседание будет продолжено.
26 апреля в акватории Сухумской бухты пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместно с представителями пограничного отряда службы госбезопасности республики и Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии был проведен очередной рейд по проверке соблюдения пограничного законодательства Республики Абхазия. Целью проводимых мероприятий является осмотр акватории, проверка соблюдения правил пограничного режима, выхода и нахождения в море плавсредств в соответствии с законодательством. В настоящее время проводится работа по проверки прибрежной полосы и пляжей на соблюдение установленным требованиям и мерам безопасности. Все выявленные недостатки должны быть устранены до 15 мая, начала в Абхазии курортного сезона. Лица, не имеющие соответствующих документов и нарушающие установленные требования, несут персональную ответственность и могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. По результатам проведенных мероприятий нарушений правил выхода в море и пограничного режима не выявлено. До открытия курортного сезона в Абхазии осталось совсем немного. Неудивительно, что на всех туристических объектах идет активная подготовка. И, конечно же, одним из главных объектов паломничества туристов остается жемчужина Абхазии – озеро Рица. Готово ли главное озеро Абхазии к приему гостей, узнавали наши корреспонденты. Рица – кристально чистое озеро на фоне седых гор. Из года в год оно привлекает в Абхазию миллионы туристов. Озеро Рица – одно из составляющих уникального природного комплекса, а если быть точнее, Рицинского реликтового национального парка. На территории национального парка, которая составляет 390 квадратных километров, соседствуют уникальные творения природы и памятники истории. Парк реликтово разделен на две функциональные зоны – заповедную, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную, в которой разрешены регулируемый выпас скота, туризм, отдых, курортное лечение, научно-исследовательская работа. Необычная природа всегда привлекала к заповеднику огромное количество людей. Прекрасное сочетание тепла, прекрасной погоды и снежных гор, конечно же, всегда впечатляет. Мы в восторге. Для нас очень необычно, что светит солнце, температура плюс и не тает снег. Шикарно. За последние несколько лет территория заповедника буквально преобразилась. Поставлены контейнеры для сбора мусора, установлены знаки безопасности и дорожные знаки для тех, кто самостоятельно путешествует по заповеднику. А теперь еще построены и беседки со всей необходимой для пикника утварью. По словам главного лесничего Рицинского заповедника Адама Расмыр, совсем скоро здесь появится еще и спортивная зона. Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала о том, что за последние годы поток отдыхающих увеличился в 80 раз, и руководство заповедника делает все возможное для улучшения качества отдыха туристов на территории парка. Мы в прошлом, позапрошлом годах мы практически в 2015 году около 6 миллионов мы потратили на то, чтобы ямочный ремонт дороги сделать. В прошлом году где-то на 8 миллионов. Но в этом году, обследуя дорогу, так визуально мы видим, что немножко меньше будет, но тем не менее все равно мы будем приводить в порядок. Помимо облагораживания заповедной зоны проведено укрепление береговой части озера, которая буквально провалилась на несколько метров вниз и представляла собой угрозу. Перила были в аварийном состоянии, протекали водопроводные трубы. Провели укрепление метров 200, мы укрепили берег. Сейчас мы устанавливаем новые перила на этой части. Затем мы посмотрим, пригласим людей, посмотрим, как нам. Или мы плитку уложим, или же асфальт уложим, чтобы удобно было посетителям, подходить к местам общего. Там у нас есть к сувенирам, к различным ресторанам, кафе. Инспекторы лесного хозяйства заповедника говорят о том, что в этом году на территории выпал небывалый снег. За последние 20 лет старожилами парка отметки в 2,5 метра зафиксировано еще не было. Работа по устранению последствий снегопада ведется и сейчас. Довольно-таки продолжительные работы ведутся. Почему? Потому что в этом году был большой снегопад, и ребята работают, очищаем территорию дороги. Несколько недель работают ребята, и мы тоже чистим своими силами, обрезаем. Угрожающие деревья надо будет убирать, поскольку они опасны. Когда ветер может подуть или что-то. Есть угроза падения, поэтому надо будет чистить дорогу. Периодически надо чистить. Это один раз почистил, не хватает. И работниками реликтового парка проводятся такие мероприятия по облагораживанию и почистке дороги.
На смотровой площадке идет строительство медицинского и милицейского пунктов. Стоит отметить, что руководство парка строго следует общему архитектурному образу заповедника. Все рестораны, кафе и даже лавочки для отдыха выдержаны в едином национальном стиле. Такой подход, несомненно, является показательным и для других не менее красивых и популярных мест Абхазии. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. «Очарованные Абхазией» – именно так называется книга Николая Альбова, которую сегодня презентовали в Сухуми. Подробности у Сарии Смар. Есть растения, цветущие один раз, отцветая не умирают. Такая судьба и у колокольчика удивительного. Это эндемическое растение, которое произрастает только в Западной Абхазии, нигде больше в мире. Об этом растении сегодня известно благодаря ученому ботанику Николаю Альбову, исследователю и во многом первооткрывателю богатой флоры Абхазии. По сравнению с другими учеными, натуралистами того времени, путешествовавшими по Абхазии, Николай Альбов, затрачивая на экспедиции минимум средств, получал максимум научных фактов. И все это благодаря его широким знаниям и трудолюбию. Его многочисленные сборы растений впоследствии легли в основу созданных гербарных хранилищ многих институтов и музеев мира. В монографиях ученого представлены тысячи растений, среди которых сотни открытых им видов. Все его работы и сегодня актуальны для ученых-натуралистов. Этот человек особенный для нашей страны. Особая любовь ученого, беззаветно преданного своей науке, для нас является примером и предметом особого почитания. Идея создания книги принадлежала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенбо. Работа над ней велась несколько лет. И вот спустя некоторое время проект был реализован на средства благотворительного фонда первого президента Абхазии. В книгу включены уникальные материалы не только из архива семьи, но и статьи географов и ботаников, изучавших природу Кавказа. С наследницей семейного архива Линией Львовной Молчановой собрали весь материал для этой книги, включая его научные публикации, письма к родным, семейные фотографии, многочисленные рисунки. В сборник также включены статьи видных ученых, посвященных его юбилеям, к сожалению, и некрологи. Мною были сделаны фотографии многих открытых им растений, которые он описал. Ученые и ботаники, выступавшие на сегодняшнем мероприятии, говорили о важности изданной книги и о свойствах растений, которые были изучены благодаря выдающемуся ученому. Николай Альбов ушел из жизни на чужбине в далекой Аргентине, недоживый до 32 лет, но за это время он сумел многое сделать, оставив после себя научное наследие. Ученые отмечали, что память о нем будет жить, пока не исчезнут открытые им уникальные растения. Сария Смыр, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В этом году главному музею страны, Абхазскому государственному, исполняется 100 лет. В рамках празднования этой знаменательной даты в стенах музея проходят научно-практические конференции и вечера памяти. Сегодня в музее вспоминали ученого, археолога Николая Константиновича Шенкао. Известный абхазский ученый, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Шенкао родился в 1937 году в городе Туарчал. С отличием окончив среднюю школу, он поступил в Сухумский педагогический институт на исторический факультет. В разные годы работал преподавателем и заместителем директора Туарчальской школы, был научным сотрудником, а затем заведующим отделом археологии Абхазского государственного музея. Сегодня ученого, которому исполнилось бы 80 лет, вспоминали в стенах его родного музея. Его коллеги, друзья и родные с теплом рассказывали истории, связанные с Николаем Константиновичем. С Николаем Шенкао я познакомился еще будучи студентом. Тогда это был педагогический институт, не университет, еще тогда это уже целая история. И познакомились мы на стадионе, когда бежали 800 метров. Он за свой факультет, а я за свой. Ну и, в общем, еле-еле мы пришли к финишу, потому что он тон задал. Это интересно. Это самая трудная дистанция, и он первый побежал быстро, а мы за ним. И потом еле-еле чуть ли не пешком пришли.
И после этого мы с ним познакомились и всегда всю жизнь вспоминали вот эту историю. Николай Шенкао стал одним из первых и главных связующих звеньев между братскими абхазским и абазинским народами. По его инициативе в 1976 году была проведена экспедиция Абхазского госмузея по всем абазинским аулам, в ходе которой проходил показ художественного фильма «Белый башлык» на абхазском языке. Ученый не раз выезжал на Северный Кавказ с различными выставками. Вместе мы работали. Вот когда я пришла, он уже работал здесь. Мы работали в отделе древней истории средних веков. Под руководством заведующая была известная ученая Мира Константиновна Хаталашвили Налыпа. Он и Гивихашба организовали выставку в Кабардино-Балкарию, в Нальчик. Это вот афиши, которые были вот в Нальчике. Прикладное искусство абхазов называлось. Потом мы были в Пятигорске, декоративно-прикладное искусство абхазов. Это было в 1989 году. А в 90-м году мы были с ним в Черкесске. Это был очень образованный, интересный человек, который всегда переживал. Он всегда помогал нашим братьям из диаспоры, абазинам. Друзья и знакомые Николая Шенкао называют его личностью с выдающимися интеллектуальными способностями. Об этом свидетельствуют его многочисленные научные труды. Шенкао – один из ярких представителей национально-освободительного движения абхазского народа. Он был разработчиком и вдохновителем многих составлявшихся в те годы документов. Он проявлял принципиальность и четкую гражданскую позицию. Во время грузино-абхазской войны Николай Шенкао неоднократно подвергался оскорблениям и пыткам, а в ответ на его резкий протест против сожжения Абнии грузинские оккупанты прострелили ему ноги и оставили истекать кровью. Это был легко ранимый и в то же время принципиальный человек. Он всегда оставался при этом надежным и отзывчивым товарищем. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. 27 марта сотовая компания «Мобайл» объявила о старте конкурса на лучшую идею скульптуры «Aqua». Наша съемочная группа встретилась с представителями компании «Мобайл» для того, чтобы более подробно узнать о конкурсе и обсудить его условия. В 2016 году Амобайл установил скульптуру Ес-Сухум на Сухумской набережной, что стало одним из главных событий года. Название тогда было предложено написать на английском языке. Сегодня это место одно из излюбленных. Еще тогда создание этой скульптуры было частью крупного проекта. Сейчас компания взяла на себя обязательство создать еще один логотип с названием столицы, но уже на абхазском языке. Появление скульптуры Aqua важно для самого города, для всех жителей, для всех горожан, в особенности для молодого поколения. У нашей столицы древняя, великая история. У нашего города немало исторических и новых символов, современных символов. Но, возможно, у нас нет самого главного, какого-то символа, который бы отображал бы название нашего города на нашем родном языке. Именно поэтому было принято решение, что одним из важных условий нашего конкурса будет написание этого символа на абхазском языке. Отличительной особенностью проекта «Aqua» станет участие в нем общества. В формировании логотипа может принять участие каждый житель Абхазии, которому уже исполнилось 18 лет. И именно нам с вами предстоит решить, каким будет новый символ «Aqua». Впервые в Абхазии сами граждане могут определить, какая скульптура украсит нашу столицу. Граждане могут не только предлагать варианты нового символа, но и также проголосовать за понравившуюся им работу. Конкурсные работы могут предоставлять лица старше 18 лет. Однако, если вам нет 18, но есть желание принять участие в конкурсе, за вас, вашу работу могут предоставить либо родители, либо кто-то из старших родственников. Таким образом, мы хотим дать возможность всем жителям Абхазии принять участие в нашем конкурсе. Проект будет осуществляться в 3 этапа. Первый – прием заявок. Администрация Сухума предложила для установки скульптуры 3 места. Станция ГУМа, парку администрации и набережная Диаскуров на площади у ресторана «Дэм». Отправить свой эскиз или рисунок может любой желающий. А Мобайл все проекты разместит на специально созданной интернет-странице. Необходимо отметить, что принимаются и работы, нарисованные от руки. Город выделил 3 топовые позиции для реализации проекта «Aqua». Эти локации позволят реализовать практически любую задумку. Хочется отметить, что участники конкурса, подавая заявку, должны учитывать, что свою скульптуру нужно привязывать к определенному месту, то есть к одному из 3.
Заявки будут приниматься до 15 мая. Вместе с эскизом необходимо отправить свои данные и указать одно из 3 мест, предложенных администрацией города. Участвуйте в конкурсе на создание скульптуры Ахо. И, возможно, именно вы будете автором нового символа Сухума. Все конкурсные работы будут выставлены с 18 мая. В течение недели жители Абхазии будут отдавать голоса за наиболее понравившуюся. Лучшие 3 пройдут в финал. Выявление победителя среди финалистов конкурса состоится на заседании комиссии по монументальному искусству при правительстве Абхазии. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем 23-25 градусов тепла. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.